Привет, народ. Остались сутки. Через сутки у нас в это же время будем разыграть два ножа. Два ножа. Так, того участника у нас в данный момент ни Николай Захарович, ни Эдуард Диноидович, Анатолий Ильич не отзовились. Их пока нет. От них ни звонка, ни смс-ки. Это очень плохо. Они еще будут завтра требовать, где мои билеты, почему не участвовал. Скажут, накричат, если у них настроение плохое. По всему миру прессе, что это обман, что это лотохрон и так далее, и так далее. Так, как только вчера сказал про участников, отсутствует, говорил, что участники из Казахстана столько-то, столько-то. После эфира сразу ребята появились, позвонили, приобрели и не один билет. Молодцы казахстанцы. Так, ну, 45 участников. Вот, я сегодня только-только пришел в Wi-Fi. Это у нас происходит периодически, независимо от электричества. Вот, хотел выйти 8:00, как бы приучить, как бы уже по режиму, но, к сожалению, Ростелеком не обеспечивает достаточной качества. И самое главное, они еще раз-два в месяц звонят, довольны ли вы услугами Ростелекома. Повторюсь, из-за отсутствия Wi-Fi я не вышел в эфир. То же самое, возможно, будет и на следующий день, что очень-очень крайне их нежелательно. Да. Все-таки большая ответственность. И независимо, который раз провожу день X, уже все равно волнение, все равно присутствует. И помните, когда я ошибся в одном цифре, мы гуляли, тут сидели буквально 20 минут. Это была моей практики, из-за моей бедны. Но все-таки мы нашли победителя. Помните, как один участник двумя билетами забрал все двоих ножей. Ну, каждый эфир по-разному интереснее и по-разному отличается. Помните, как мы звонили человеку, он на вахте, и вместо него ВВ Путин говорил. Вот, ну, всякое по-разному. Но, надеюсь, завтра будет электричество. Надеюсь, я завтра подоспею пораньше. У нас вовсю, надо сказать, вся республика в эти 10 дней максимально будет уходить на сенокос. Просто всего 10 дней дают нормальных, то есть имеется в виду без осадков. Так что все силы будут идти на сенокос. Вот. Это жизненно важный вопрос. Не только перед вами сидящего, но и всей большинство, те, которые держат скот. Вот. Не только коров, но и лошадей. Сенокос самая пора. Это жизненно важный вопрос для таких населенных пунктов, в простонародье деревни, без сена никак. Вот. И у нас зима такая быстрая, всего 9 месяцев. Вот. Если с обратной стороны говорить. Вот так вот. Сегодня я заковал, что планировал.
Вот. И так, ну, в следующей неделе посмотрим, что-нибудь получится, не получится. Но очень хотелось бы уже некоторые работы уже предоставить моим зрителям, заказчикам. Ну, как так, все зависим мы от неба. Если капля будет, небо будет капать, то сенокоса не будет, то я буду работать. Вот. А если будут капать, то я буду работать, то и сенокос затянется. Вот в чем проблема. До первого снега иногда косили. Былые времена. Косили и сразу в школу до 1 сентября. Вот. У меня гости, тут комарик какой-то. Большой такой. Итак, друзья, судьбу этих двоих мы разузнаем завтра в это же время. Те люди, которые отправили, так, и не приобрели билет и не отправили свой номер, вот, их я буду, они могут, если не сумеют все-таки отправить, то я их приобретенные суммы отправлю на следующий розыгрыш без проблем. Или они должны, имеется в виду, некоторые у меня тут подписчики всегда поддерживают настройку кузни, там отправляют сумму на поддержку на строительство прописью, да, пишут, вот, сообщение получателю, а вот от них нету ни одного. Так что если они не отзовутся, ну, придется уже на следующий, коли они настройку века, коли они играют, пока ничего не известно. Так что заморожу этот вопрос. Эти 3 участника, если они не ответят, не позвонят, не напишут. Вот так вот у меня. У вас есть вопросы? Аж целых 10 человек видит, никого ни одного. Малейкум салам. Гору ничего не завел. Горун Серега еще не завел. И мне раз на такую тему пошло, вся эта затея весь август будет конкретно строиться. В начале августа приедет металл. И в начале августа приедет вместе на той же автомашине приедет целая бандура. Вот. И как поставлю на место, сразу буду строить каркас. Вот. Тем не менее, уже должен, извиняюсь, в августе уже остатки оплатить, чтобы приобрести сэндвич панели. Вот, в течение августа все должно закончиться. И каркас, и фундамент, и так далее, и так далее. И потянули электричество. Ну, очень нашишены. Даже продажи нет. Даже только под заказ, ребята. Так что в августе у меня пока заказов. Дай-ка раз на то пошло, посмотрим, сколько у меня в августе-то работы. Тыдын-тыдын. Тыдын-тыдын. Так, ну, не очень много. Оказывается. Да, и поставим уже там интересные. Не только РВЛ.
И уже другие СПМовские тоже есть заказы. СПМ 60 SV. Аж целых 2 ножа. Совсем другой. Да, только на заказ. Пока наличия нету. Ну вот, ребята, вот сенокос. Вот розыгрыш еще у нас. И вот такие дни летние. Вот, некогда. Просто в наличии в летнее время практически не бывает. Да и у всех, у моих коллег то же самое. Пора уже на сенокос обязательно. Кто-то там на море, кто-то там и так далее. Обычно летнее время все отдыхают. Здорово. Вот. Ну вот, разгон у всех будет, у всех. Еще могу точно сказать, в конце октября. В конце октября и в начале ноября уже конкретный разгон. И самый кипиш будет в декабре. В начале декабря уже там смотришь один город, там смотришь другой город. Тут слышишь молот, там слышишь молот. Наковальня, там скрипит пинг-пинг-пинг и так далее. Вот такой он. И у нас, понимаете, тут твоя профессия вроде, да? Ты кузнец, значит должен только кузнечным делом заняться. Отнюдь не так. Отнюдь не так. И есть ребята, которые держат скот, у них там голов 30-40 даже. И лошадей то же самое. Тем не менее, они делают, работает то же самое. Вот. А некоторые, большинство, надо сказать, моей республики Саха. Так, ну, 1/3 это преподаватели. Учителя труда. Да, они занимаются и на работе, и учат пацанов в школе. После занятий занимаются уже на этой же базе, получается, делает ножи, принимает заказы. Ну, наверное, 1/4. Ну, еще там включим, люди как хобби делают, то есть вечер на вечер, вечер на вечер. Не каждый день у них получается. Ну, Якутия такое суровое место. Тут жара плюс 40, холод 60, 54 это нормально. 48 это уже жара. Ну, так что надо все время двигаться, истопить печку, тудым-сюдым. Двигаться, двигаться, двигаться. И самое последнее, вот так, коротенькие такие 3 буквально недели, как будто проходит лето. Не весна, а лето. Ну, июль, август. Все, в конце августа снег в горах уже. Ну, в сентябре точно, 1 сентября, там, 10 сентября уже в соседнем районе, уже в прошлом году был сантиметров 30 снега уже. 10 сентября. Так вот, территория большая, климат совсем другой. Своей территории, своему району нормально, уже привык. А вот поедешь в соседний, там уже совсем немного, и ветер не оттуда дует. И вместо дождя снег идет, или наоборот, шорта ходит. Вот такой вот. Так что по-разному. Время. Основное, если на то пошло, основная проблема и основной как бы темная или
основная такая, просто, если прямо сказать, враг, это время. Это время. Если ты встал раньше, ты делал много, ты можешь ложиться рано, чтобы раньше стоять. Вот. В основном так. И это время не только там о заказах, да? Человек требует, человек знает, человек думает, человек хочет наконец получить свой заказ. Требует, звонит, пишет, требует, звонит, пишет. Это не считается. Основная, ну, если на то пошло, основная проблема в этом только, во времени. И это время не только таком стрелочное, и это время тоже, в кавычках, и осязательное. Если когда наблюдаешь, часы уходят как 2 минуты, буквально, когда рождается Нагорный, пускай это открытое пламя или закрытое, рождается ножик, клинок, независимо это газовый, углевой, зависимо. Тут уже совсем другое время учитывается. И в этот момент у каждого свое время. По опыту, по знаниям человек знает. Нет, пока рано. Не видит закрытое пространство, не видит, что он там. Но он знает, он чувствует, что там рождается, что там пора открыть дверь, достать клинок, паковать. Настало такое время, знает только он. Мастер. Ну вот. И между этим еще получается будни вмешивается творческой такой путешествие. Но за тепло, за свет, за пищу и так далее все равно придется тудым-сидым бегать. Иначе никак. Ну, в старину кузнецов и отвлекали. У них не было ни коров, ни стада, ни табун лошадей, ни оленей. Они занимались чисто кузнечным делом. И это все предоставляли главы наследов. Главы. Кузнец был один, но у него было много помощников. Целая партия. Одна бригада добывает руду, другая бригада руду плавит. 4-я бригада уже привозит нормальную сталь уже. Из этого уже делается, я не знаю, гвозди. Из этого делаются предметы всякие. И у кого лучший кузнец, тот и населенный пункт возрождал. У него было отличное оружие, во-первых, отличное. У него было суперские щиты. У него было косы, чтобы косить сено. Вот, не садились они в этом песке. Все из-за кузнеца, из-за мастера. Если ему делают такие условия, и ему дают все, что он захочет, а он хочет не только мясо, не только там масло. Все ему достают. Ну, нынешним проблем, нынешнее время, если прибыть, то получается расходники. Вот. И в старину были точилы из камня. И станки были самодельные. И очень даже эффективные. Ну, там глубоко. Аж спать захотелось. Ладно, ребята. До завтра. Я завтра до
18:00 принимаю оплаты, приобрести билеты. Вот, до 16, до 18, до 12 дня по Москве получается. Вот. Потом, ну, надеюсь, Wi-Fi будет. Стартанем 8:00. Мы узнаем, кто будет хозяин этих ножей. Завтра все узнаем. А так, ребята, давайте, дерзайте. Нельзя сказать, что участников нынче много, но и меньше тоже не хочется говорить такое слово. Вот. Так что все зависит от вас. Пока ножик у меня в руках, они могут завтра быть вашими. Дерзайте.